Накануне в столице Карачаево-Черкесии прошли народные гуляния, приуроченные к празднованию Дня абазинской культуры. В торжественном мероприятии принимали участие представители региональной власти, старейшины абазинского народа, делегация из Братской республики Абхазия, а также члены общественных организаций абазинского народа и жители республики. Во время открытия официальной части вице-президент организации Алашара зачитал официальное письмо от руководителя объединения Мусы Экзекова. День культуры народа Абаза вновь собрал нас, живущих в разных аулах, городах и регионах, на праздник, который теперь уже всегда с нами. И хотя каждый год он проходит по схожему сценарию, в нем всегда есть что-то новое. А это значит, что мы не стоим на месте, мы развиваемся. Появляются новые люди, желающие двигать вперед нашу культуру, гордо нести знамя народа Абаза. Любое развитие должно базироваться на прочной основе. Такой основой являются для нас наши традиции, наш этикет, наша Абаза. И пусть это великое духовное богатство всегда будет у нашего народа. Поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю прекрасного настроения, здоровья и добра. Будьте всегда едины. Это великое счастье быть вместе. Также к гостям и участникам праздника обратился представитель Республики Абхазия Адгур Гунба. Он подчеркнул, что этот день является особенным для братского народа Абхазии. Также то, что сохранение и развитие национального языка и культуры – общая задача всего народа Абаза. Мы считаемся одним народом. Наши корни, наши предки – это один народ. Вместе идем вперед, развиваем свой язык, стараемся сохранять свои культуры и традиции, считаемся братьями. И я считаю, что это очень важно не только день флага, а и другие праздники, которые соприкасаются, какую-то точку прикосновения имеют, нужно проводить вместе для того, чтобы наши народы общались ближе, чтобы они были всегда в тесном контакте. Стоит отметить, что в составе делегации из Абхазии приехали дети, которые, согласно программе, пробудут в Карачаево-Черкесии чуть больше недели. И самое важное, все это время они будут жить в абазинских семьях, где они смогут более подробно, практически изнутри, узнать тонкости и обычаи абазинского уклада. В программе Алашара есть проект Айбабара, называется. Наши ребята останавливаются в аулах, они общаются со своими ровесниками, знакомятся, говорят на своем родном языке, а далее обмен. Эти ребята абазинские к нам приедут также. И в программе у нас абазинские игры, которые пройдут 29 июля. Наряду с этим Адгур Гунба выразил слова благодарности в адрес руководства Карачаево-Черкесской республики за содействие и помощь в организации проведения такого грандиозного мероприятия, которое объединило две республики. Как известно, День флага – это одно из самых важных праздников вообще во всех странах. Но я считаю, что это не просто так, что абазинский флаг и День флага Республики Абхазия проводятся в один день. Это имеет значение большое, потому что мы считаемся одним народом. Наши корни, наши предки – это один народ. Вместе идем вперед, развиваем свой язык, стараемся сохранять свои культуры и традиции, считаемся братьями. И я считаю, что это очень важно не только День флага, а и другие праздники, которые соприкасаются, какую-то точку прикосновения имеют, нужно проводить вместе для того, чтобы наши народы общались ближе, чтобы они были всегда в тесном контакте. Давно сложились такие традиции с Карачаево-Черкесии, с Абхазией. У нас тоже один курс, одна цель – дружить, воспитывать поколение новое, жить в здравии. Этот курс соприкасается с курсом Республики Абхазия. Очень дружная республика, мы любим Карачаево-Черкесию. Особым праздником этот день стал и для одной из старейших в республике газет «Абазашта», которая в минувшие выходные отметила свой 79-летний юбилей. От лица всей редакции главный редактор поздравила всех абазин и читателей газеты со столь значимой датой. Люди подходят разных национальностей, радуются вместе с нами, делят наши праздники. Не зря говорят, что разделенная радость – это две радости, а разделенное горе – это полгоря. Вот сегодня у нас, поскольку у нас много гостей, будет много радости, будет большой праздник. Всем спасибо за то, что уделяется огромное внимание, в первую очередь, сохранению языка и укреплению дружбы между народами нашей маленькой, но такой красивой, такой замечательной республики. В этот день гости праздника могли насладиться традиционными блюдами абазинской кухни, которая была представлена в Национальном абазинском дворе. Посетить выставку народного искусства и увидеть экспозицию картин. На площади перед драмтеатром на протяжении всего дня царило поистине праздничное настроение.
Для нас много удивительно. Я здесь в Черкесске уже 4-й раз, но все равно не перестаю удивляться. Тут народ очень интересная кухня. Вообще все очень интересно на самом деле. Я приехал сегодня поздравить всему абазинскому народу с таким красивым, хорошим праздником. Большое им спасибо те, которые придумали вот этот праздник, такой, да, что народ объединяет этим так, праздниками, такими праздниками, так, чтобы они много лет этого продолжалось. Я хоть и не абазинка, но мне очень нравится эта культура. Это очень интересно, красивая нация. Я хочу всех абазин поздравить с их праздником. Тут и история затронута. Тут пока я впервые увидела флаг, вот, который я раньше не видела. Мне, например, очень было интересно. Тут историческая экспозиция какая великолепная. А мои студенты вон мастер-классы показывают абазинского искусства. Это познавательно. Сегодня мы пришли, очень приятно. Вот, хотя я ожидала, конечно, больше людей. Вот, надеюсь, чуть позже придут еще люди, но очень приятно. Такие национальные праздники нужно проводить почаще. Чуть позже был организован телемост, участие в котором принимали представители абазинского и абхазского народов из России, Абхазии и Турции. В завершении вечера состоялся праздничный концерт с участием популярных исполнителей и творческих коллективов. Буквально за день до этого в рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск» в городе-курорте состоялся фестиваль «Дни культуры абазинского народа», где также было организовано национальное подворье, выставка декоративно-прикладного искусства и стол с абазинскими угощениями.